видим, как в Германии соорудили определенное сооружение цветов ЛГБТ и провозгласили это Каабой для представителей ЛГБТ из числа мусульман. Мы рассказываем нашим жителям это. Мы рассказываем, как различные западные страны малолетним детям разрешают. Я хочу в своем выступлении рассказать, на чем делается акцент у нас в республике. Мы, жители наших регионов Северного Кавказа, да и все жители Российской Федерации, мы в первую очередь верующие люди, привержены к ценностям, к духовным, духовно-нравственным, семейным, религиозным ценностям. За эти ценности, за нашу религию, возможность соблюдать наши традиции, обычаи, устои своих народов, любой представитель общества в Российской Федерации, вот за эти ценности этот человек, он готов на многое. Он готов пожертвовать многим, и он готов сделать многое. Именно за эти ценности. Поэтому мы в республике интенсивно на всех интернет-платформах, информационных ресурсах с начала специальной военной операции, интенсивно, в больших объемах выдаем информацию и рассказываем жителям республики, что сегодня, да, в частности и в зоне проведения специальной военной операции, да и во всем мире проходит идеологическое противостояние за навязывание своего уклада жизни, мировоззрения. Когда у нас сегодня две партии, наш первый президент Ахмад Хаджида, говорил, в мире есть две партии. Партия Бога и партия сатаны. У вас Всевышнего мы в партии Бога. Мы про эту партию сатаны и про проявление этого сатанизма, который нам пытаются навязать, рассказываем жителям республики. И за счет этого преимущественно мы добиваемся такой атмосферы в республике, когда и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, когда все они горят желанием защитить свою религию, свои традиции и обычаи. И это объективно. Сегодня как-то аргументированно никто не сможет возразить на то, что да, западный мир проводит колоссальную, интенсивную работу по лоббированию своего уклада жизни, распространению своей идеологии на все страны. Какой идеологии? Мы знаем, что в западноевропейских странах смываются все морально-нравственные какие-то барьеры, духовные какие-то ограничения. Все это смывается. Мы видим, как в западных странах по пятницам какие-то люди уходят перед мечетями и проводят акции по сожжению священных писаний. И правоохранительные органы этих стран, они их защищают. Они оцепляют эту территорию и защищают место проведения этой акции. Если кто-то попытается помешать проведению акции, этого человека задерживают. Вот здесь зеркальное отличие нашей страны. У нас в стране задерживают тех, кто проводит такие акции, а там задерживают тех, кто пытается помешать проведению этой акции. Мы видим, как в Германии соорудили определенное сооружение цветов ЛГБТ и провозгласили это Каабой для представителей ЛГБТ из числа мусульман. Мы рассказываем нашим жителям это. Мы рассказываем, как различные западные страны малолетним детям разрешают менять пол без ведома родителей. Мы рассказываем, что религиозные чувства, традиционные семейные ценности — это уже такие понятия, от которых оторвали все народы. Отрывают от своих религиозных, традиционных корней. И вот эту идеологию, аморальную, идеологию обезбоживания людей пытаются распространить, в том числе и на нашу страну. Я в том числе находился, много раз выезжал в зону специальной военной операции после освобождения города Мариуполь, когда туда мы заезжали. Это уже рубежи нашей страны на тот момент. Сейчас это наша страна. На тот момент на границе с нашей страной в детских, дошкольных образовательных учреждениях там функционировали кабинеты для мальчиков, для девочек и для третьего пола. То есть это граница нашей страны. Откуда экспортировать к нам вот эту идеологию, это проще простого. То есть есть такие различные инструменты информационно-гибридных войн, которые разрешают, полагают распространять вот эту идеологию. Соответственно, мы в Грозном на улицах наших городов не хотим шествий каких-то меньшинств с разноцветными флагами. Мы не хотим проявления такого сатанизма на наших улицах. Поэтому мы это все демонстрируем, рассказываем интенсивно, ежедневно жителям республики. Мы живем в стране, где президент всегда подчеркивает, что у нас никогда не будет таких понятий, как родитель номер 1 и родитель номер 2. Указы, все нормативно-правовые акты подписываются президентом, где духовно-нравственные ценности, они вот в шкале приоритетов постоянно во главе угла, где религиозные чувства защищаются
защищаются священные писания. Для нас, мусульман, суперкомфортно жить в Российской Федерации. Наши священные писания, они защищены законом. Не разрешается никому трактовать, оскорблять наши религиозные чувства, рисовать карикатуры на наших священных пророков. И наш священный долг защищать эту страну. Я считаю, в частности, в наших регионах к молодым людям надо в первую очередь приглашать религиозного деятеля. Потому что религиозный деятель, который скажет с точки зрения религии свое заключение, вот это имеет огромный авторитет и для молодежи, и для всего населения. Муфти нашей республики, уважаемый шейх Салах Хаджи Межиев, председатель Духовного управления мусульман, первым в России объявил, что сегодня в зоне специальной военной операции проходит для нас джихад, священная война. За нашу религию, за наши традиции, обычаи. И это объективно, по большому счету. Допустим, проиграем мы в этой идеологической борьбе в зоне специальной военной операции. Но нам же будут навязывать под соусом свободы слова, маской демократии. Нам будут навязывать этот западноевропейский уклад жизни. Говоря про двойные стандарты. Обвиняют в агрессивной внешней политике. Западные страны. В первую очередь Соединенные Штаты. Представьте, что Соединенные Штаты располагают 170 военными базами в 80 странах мира. Почти 200 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов дислоцированы в 160 государствах мира. Это страна, где больше всего заключенных под стражу на душу населения в мире, где действует смертная казнь. Единственная страна, которая применила ядерное оружие. Они обвиняют нас в агрессивной внешней политике. Хотя их идеология, их страна строится на двойных стандартах, на агрессивной внешней политике, которые пытаются нам навязать вот этот сатанизм. Мы боремся против эпштейновцев, так их назовем, против вот этого сатанизма. И вот это, я считаю, что надо в первую очередь объяснять. Да, все здесь присутствуют, наш военный комиссар, здесь представители МВД, министр образования, многие представители команды нашей, руководства республики. И каждый в своем профильном направлении, конечно, выполняет огромный фронт работы по обеспечению выполнения всех этих мер, по оказанию необходимой помощи всем участникам СВО, членам их семей, детям в частности. Все меры выполняются, безусловно, это важно, имеет огромное значение, но основной упор, по крайней мере, мы на примере Чеченской Республики делаем и будем делать на идеологическую часть, религию, на наши традиции, обычаи. Я когда бываю в Грозном, становишься вот на улице, не помню, как она называется, с одной стороны храм православный, с другой стороны мечеть. Это все здорово. Вот это и надо сохранить, это и надо охранять. И об этом, когда мы говорим, мы это все правильно понимаем, мы все одинаково это все понимаем. И вот это одна из тех скрепов, о которых надо рассказывать в рамках нравственно-идеологического воспитания, правильно вы говорите, и молодежи. Ну, вот эту историю надо пускать и в школу, и в СУЗы, и в вузы, о ней говорить и гордиться тем, что у нас вот так вот сейчас. По-моему, здорово, что мы в такое время живем, и что это все вокруг нас происходит правильно, как должно быть.